Биология – одна из важнейших наук, с помощью которых ты сможешь познать мир. А с помощью Всероссийского турнира юных биологов ты сможешь не только хорошо провести время, но и поучаствовать в различных конкурсах. На повестке дня «Что такое биология?» смогут ответить юные знатоки. Поэтому мы посетим Всероссийский турнир юных биологов. В нем принимают участие 4 команды школьников, увлеченных биологией, 3 команды из Уфы и 1 команда приехала из башкирской гимназии села Малаяс. С какой целью ты участвуешь в этом турнире? Я участвую в этом турнире, во-первых, не с целью занять какое-то место. На самом деле это огромные возможности. Мы учимся взаимодействовать друг с другом, предполагать что-то, лучше узнаем предмет. Это турнир юных биологов, это на самом деле огромные возможности для нас. Мы учимся. Каждая из команд решила по 10 нестандартных задач. По правилам мероприятия группы по жребию делились на роли докладчика, оппонента и рецензента и разбирали каждое выбранное решение. Пообщаемся с участницей из команды эколого-биологического центра «Эколог». Как попасть на биологические турниры? Прежде всего, нам нужно было набрать команду, то есть людей, которые знают об этом, интересуются, любят эту тему. То есть не хватает того, что ты просто изучаешь это. Это нужно иметь какой-то интерес, любовь к этому, к экологии, к биологии. Только таким путем, я думаю, будет интересно попасть. А вообще, для попадания в этот конкурс мы сначала проделали все задачи, отправляли их. Каждый участник смог получить оценку своей работы со стороны других команд и членов жюри. По итогу в Всероссийском турнире юных биологов первое место заняла команда ГМО из эколого-биологического центра. Второе место заняла команда Табигат со станции юных натуралистов Табигат. 2 похвальные грамоты достались командам Магим из башкирской гимназии села Малаяс и команде Росток из детского эколого-биологического центра Росток. Наставление взрослых ученых, работа в команде, веселое времяпрепровождение и участие в биологическом турнире наверняка запомнятся. Ксения Гычева и Розалия Тукаева специально для Новостей.